Ассаляму алейкум. Сегодня для проекта «Базар» мы встретились с Ильясом Сахтара. Ильяс Сахтара — это стилист одного из самых крупных медиахолдингов Украины и телеведущий. И по совместительству мой очень близкий друг. И, наверное, самый эмпатичный и самый проработанный человек из всех моих знакомых. Илья, сегодня хотела поговорить с тобой про личности, про важность того, кто мы есть в перспективе крымских татар. Хочу заметить сразу, что мы не претендуем на какое-то экспертность. Да, не претендуем на экспертность. Здесь мы выражаем сугубо субъективное мнение. Угу. И давай вот мой первый вопрос, наверное, будет тебе. Что такое личность и почему это важно? Ну, надо поздороваться. Ассаляму алейкум. Все, кто будет смотреть этот подкаст. В подкастах я был нечасто, поэтому для меня, можно сказать, это такой достаточно свежий новый опыт. Но поговорить мы любим. Поэтому, собственно, мы с тобой встретились, потому что наши с тобой разговоры до 3 часов ночи, они вот пришли вот к этому, я так думаю. Ну, личность, да, личность, на мой взгляд, опять-таки подчеркиваю, да, это все наши суждения, это наш опыт, помноженный на наши знания, на наши какие-то там страхи, эмоции, гормональные сбои. Ну, то есть, как бы все, что вот, ну, мы как бы такой коктейль всего-всего-всего. Личность все-таки это то, что характеризует человека не просто по его действиям, а по ощущениям, которые дарит этот человек. Потому что, например, если будут, ну вот просто к примеру, этот Бозаджи прям, я не знаю, не устает. Например, будет там вот 3 Адели, да, одинаковые имена, 3 девочки, да, и все достаточно такие, скажем так, тихие, спокойные, ничем не выделяющиеся, да? Но вот личность — это когда ты знаешь, что вот эта Адель, это вот именно та Адель, которую ты знаешь или которая тебя интересует. Почему? Потому что она личность. И личность, она не обязательно должна формироваться какими-то действиями, что-то так, знаешь, кричать, там, рассказывать, какой я классный, или, как сказать, или какие-то делать поступки яркие, знаешь. На мой взгляд, это то, что... Это такая, знаешь, скажем так, компиляция всего, что вообще дано от природы. Генетика, наше воспитание, и еще плюс, да, наш рост, как мы вот себя, через какие мы, скажем так, если метафора говорит, родовые каналы прошли, да, не только родовые реальные, а вот по жизни. И вот это и есть личность, на мой взгляд. Это чувствуется... Даже, знаешь, вот бывают дети. Вот ты понимаешь, что это шмакозявка, которая еще с полным памперсом стоит, понимаешь, и жутко воняет. И, возможно, даже не умеет говорить. И вообще ничего не умеет еще. Но вот ты понимаешь, что вот эта маленькая козявка – это личность. Это вот прям видно, и далеко ходить на это мой племянник. Это просто какой-то, ну, это трэш. Именно когда ты понимаешь, ты видишь, что вот этой маленькой шмакодявке, этому человечку, год и 8, сколько там, 8 месяцев, да, и вот он личность, у него уже даже гонор есть. Думаю, Господи, что делать будем дальше? А почему важно видеть личности, даже в детях? На мой взгляд, когда ты, знаешь, это как... Есть всегда прибегаю, ты знаешь, к метафорам, да, я люблю вот это размазывать, это все, но по-другому я не могу выражаться. Это как, бывает, вот будут стоять перед тобой 3 яблока, и ты будешь знать, что сорт Golden – это вот этот сорт. Вот по аналогии, да? И ты, когда видишь, ты знаешь, как пахнет Golden, как его, куда лучше применять, да? Это как бы, это, на мой взгляд, это про осознанность, да?
про глубину осязания и про глубину понимания того, с кем ты взаимодействуешь. Если ты понимаешь, что, во-первых, когда ты видишь личность, ты, скорее всего, это, ну, опять-таки, на мой взгляд, ты ее уважаешь. Вот ты ее заметил, да, и оно тебя зацепило. Потому что, как говорят, талантливые люди никогда не оставляют безразличным человека, да? Они или бесят, или нравятся. Но вот ровное какое-то такое, типа, ну, все равно не бывает, если по-настоящему талантливый человек. Чтобы замечать личность в других людях, нужно знать, какой ты на самом деле. Ой, ну это вообще капец какой-то. Это, ну, самое важное, на мой взгляд, по поводу познания себя, понять просто навсегда для себя, что это бесконечный процесс. Почему-то многие люди считают, что так, пошел на вот этот тренинг, значит, вот здесь я сюда съездила, сделала вот это, а вот тут с психологом, значит, потратила кучу денег, короче, вот я тут поработала, все, жизнь наладилась, я молодец, все зашибись, я все знаю, все умею. Да нет. Ну, это по аналогии с профессиональным развитием каким-то, правильно? Ну, что да. ты постоянно должен развиваться. Да, потому что регресс происходит он в тот момент, когда мы заходим на территорию конформизма. То есть мы такие, опачки, все хорошо. Ну, все такие. То есть, если просто осознанный человек, он понимает, он видит. Самое же важное, что, опять-таки, на мой взгляд, уметь себя увидеть со стороны чужими глазами. Не своими, а чужими. Вот кто ты и что ты. Что ты вот, ну, что за тварь такая, понимаешь? Вот ты должен как-то видеть, ну, знаешь, когда особенно пылишь, когда вот эта эмоция, ты, знаешь, начинаешь брызжить ядом, просто в этот момент как-то на одну секунду сделай такое, знаешь, как не флешбэк, а такой, знаешь, как полиэкран у себя, знаешь, так отъедь камерой и посмотри это через другой монитор. Вот с другого ракурса. Только не своими глазами, а чужими. Вот просто чужой человек. Вот стоит какое-то чудовище, что-то там брызжет. Как ты будешь воспринимать его? Ну, стоит какой-то хрен, что-то там вопит. Весь из себя, да? Ну, я сейчас говорю про себя, естественно. Вот это важная черта, которой нужно научиться, потому что это помогает тебе более трезво и реально видеть картину мира. По отношению к себе и с людьми тоже. Как у тебя с познанием себя? Плохо. Поделишься? Не, ну, ты знаешь, у меня есть некоторые достижения, которыми я доволен. Не то, чтобы им можно хвастаться. Нет. Этим вообще не хвастаются, по сути. Мне так кажется. Это твои достижения, которые они должны быть только твоими. Они говорят там, типа, блин, вы знаете, я там такой переход сделал, вообще, сейчас упадете. Люди вообще даже глазик дергается, они не понимают, о чем, что. Какой переход, что ты чешешь? Ну, это очень хайповая на сегодняшний день тема. Конечно, с инсайтами, особенно да. троллят. Знаешь, я недавно слышал такую фигню, типа, кто-то троллил вот эти штуки, типа, я не в ресурсе. Знаешь, типа... Ну, я реально... Ну, а как по-другому сказать? Ну, я как бы от своих психологов, да, я им бесконечно благодарен всем. Ну, есть такое выражение, да, как бы у меня нет ресурса, да, как бы... Ну, понятно, я не хожу с дредами, у меня нету голых ног, да, у меня там не воткнуто 2 каремата, я весь в татуировках, короче, да, и такой, типа, я не в ресурсе. Нет. Ну, я просто не могу по-другому сказать, типа, ну, у меня нет сил, да, окей, вот так вас устроит. Вот. Что я говорил? Я уже забыл. У меня всегда так... Познание себя, да, типа, ой, вот с этим плохо, ты знаешь. Начнем заново. С памятью вообще беда, но я понял, что, наверное, память моя защищается таким образом, потому что все, что произошло со мной до 24 числа февраля, и то, что происходит после 24-го, это понятное дело, что это до и после, как до потопа и после потопа, да, говорят, до нашей эры и после нашей эры. Точнее, и в нашей эре уже, наверное. Но это очень, как сказать, у меня срабатывает, наверное, такая, ну, я так это называю, система безопасности, знаешь, там такие сидят суровые чуваки такие, знаешь, в голове. Говорит, так, все, сейчас поплывет чувак, надо что-то делать.
закрываем. 5-й шлюз, 6-й. Эту папку нафиг, эту сжигаем. Это вообще в чулан. Типа вообще забыть про эту папку. Ну, то есть вот какой-то такой происходит процесс, который защищает меня. Поэтому я не помню. И у меня очень давно, много лет назад, я начал развивать себе такой принцип. Я его понял просто, что негатив, обиды и злость – это огромные мешки с говном. Извините за выражение. Не буду говорить даже дерьмом, а вот говном. И это жутко пахнет, и это тяжело носить. Поэтому мне очень нравятся маленькие пакетики с добром, знаешь, и с эмоциями хорошими. Они пахнут хорошо, легко носить, знаешь, как-то так. Ну, в принципе, как и в природе, да, у нас, насколько, я не знаю, меня, может, поправят там микробиологи, эндокринологи, профессионалы, но серотонин у нас как бы, все наши гормоны счастья вымываются за 2 секунды у нас там в крови, да, а кортизол, тварь такая, он сидит там, по-моему, до 1,5 лет может находиться и вымываться из системы, да, из крови уходить. То есть вот так это устроено как бы и в жизни, по сути. Поэтому я решил, что хорошее я помню, плохое нет. Какие-то особые моменты, там, может, я помню чисто вот как сказать, как факт. Но я этому факту не отдаю свою энергию. Я не перепроживаю еще раз. Боже, как мне было больно, как ужасно. Но это же позиция жертвы. Не хочу. Слишком уже, знаешь, мне кажется, мне не так, я уже одной ногой, как бы сказать, уже в такой старости, можно сказать, какой-то такой, знаешь, типа аля-улю. Но я не хочу на это тратить время, мне жалко. По европейским стандартам ты еще молодой. Слава богу. Очень рад. И еще долго будешь очень молодым. Я надеюсь. Генетика у родителей моих-то хорошая. Я надеюсь, что я тоже буду так выглядеть. Всегда было тяжело с самопознанием? Ой, знаешь, ты с такими сталкивался драконами, что, я даже, честно скажу, были моменты, вот прямо, хотел сейчас сказать, даже Путину бы не посоветовал бы такой. Ну, и Путину посоветовал бы, конечно, естественно. Может быть, что-то понял бы этот мужчина в своей жизни, потому что есть вещи, которые, вот, знаешь, это как я тебе говорил про это когда-то. Познание себя – это как дверь, за которой находится весь ты, если так можно выразиться, весь ты. Но у тебя ты заходишь в эту дверь, и у тебя лампочка висит вот прям при входе, ты вот знаешь, как в американских чуланах показывают, так дергаешь, и она включается, да? И ты вот, это ты включаешь, и вот первые коробки, там, мебель, какие-то манекены, ну вот не знаю, у кого по-разному, все по-разному, да, у всех, разная наполняемость этого места. И вот насколько света хватает, ты видишь какие-то объекты, но дальше света не хватает, и дальше тоже есть объект, там нету пустоты, там куча всего. И когда ты начинаешь туда лезть, разгребать, двигать эти коробки, раскрывать коробки, а иногда бывают очень страшные коробки. Ты прям аж думаешь, боже, серьезно? Ну вот прям вот так, прям, ты офигеваешь от того, что ты находишь там. Ну и как по жизни, я всю жизнь, у меня же ОКР, да, то есть, хотя у меня один психолог сказал, говорит, что ты это вытыриваешься, какой тебе ОКР? Я говорю, слушай, если мне постоянно, говорю, вот там на диване некрасиво, что-нибудь кривенько лежит, говорю, мне надо поправить. Он говорит, ладно, ОКР. Короче, оно мне как-то помогает и по жизни тоже, потому что, насколько я понял, что я дофаминовый наркоман. У меня вот этого нет, что вот я сделал, и все мне похвалите, срочно мне похвалите. Все меня похвалили. Знаешь, вот такого нету. Мне нужно самому себе знать, что я молодец. Убрался – молодец. Вылезал в квартиру – молодец. Постирал, сложил вещи по цветам красиво, задрот просто. Иногда хочется самому себя пристрелить, понимаешь, чтобы не мучилось это тело. Молодец. Но это вот я это называю как вот прямо дофаминовый наркоман. Но у меня мама такая же. То есть у нас операционка одинаковая, поэтому тут удивляться нечему. Она такая же. То есть с моей комнатой все сложно, как с твоей комнатой? Я думаю, тоже очень сложно. История с познанием себя и пониманием, кто есть я на самом деле, она началась еще, наверное, с самого детства, потому что у нас нетипичная история крымско-татарской семьи. Я побежал в клуб. Да. Я родилась
и выросла в Узбекистане. Моя семья была одна из последних, которая вернулась в Крым. И там я училась до 4 класса в Узбекистане, и я там была какой-то не такой. Еще раз добро пожаловать. Ну, то есть я, хоть я из смешанной семьи, я не была ни узбечкой, ни русской. Кто такие крымские татары, они в принципе не знали. Но как-то в Узбекистане с этим было попроще, потому что изначально говорили, что как бы это не наша родина, это не наша страна, но все стало намного сложнее, когда мы вернулись в Крым. Хотя я проводила каждое лето со своего вот такого осознанного детства в Крыму, я приехала в Крым, и я поняла, что я еще более чужая, чем в Узбекистане. И вот в этот момент возник вопрос, кто я? Потому что для наших соотечественников крымских татар я была какой-то не такой. Угу. Что, учась в школе, я училась в школе русской в Симферополе, я была тоже не такой. Не такой. Не от мира сего. Не от да? мира сего, да. То есть у нас было всего 3 крымские татарки в классе, и нам было максимально тяжело. А что, как это выражалось? Это выражалось... Такое типа пренебрежение? Нет, пренебрежения типа? не было. Я бы не могу сказать, что было пренебрежение. Была просто разность. Разность понимания даже какого-то мира. Вот оно ментальная, да? Ментальная разность. Да. Такого-то элементарного детского, еще очень детского мира, но она была разная. Я помню даже моменты, когда я задавала вопросы маме о том, что окей, я крымская татарка, могу я быть гражданкой мира вообще на самом деле, потому что я себя не ощущаю причастной к чему-то. И, наверное, первое осознание, кто я, и со всеми вытекающими из этого историями, началась в 2014 году. Вот после аннексии. После аннексии Крыма, да. Стало больше понятно, что есть что-то единое целое, к чему я причастна. И есть к чему я не причастна. Угу. Наверное, в феврале этого года все еще более усугубилось. И на каждом этапе своей жизни я понимала, что я себя открываю по-новому. То есть, приехав на обучение в университет, в Турцию, я открыла себя по-другому, свои какие-то личностные качества. Выйдя замуж, я открыла вообще другие в себе качества, которые я не видела и не подозревала об их существовании, да. Но вот эта вот инаковость и в моем понимании, не то что в моем понимании, это то, как было в меня заложено, ненормальность, она пронеслась со мной вот с самого моего детства. А когда ты начала понимать это? Понимать? Вот с переездом, наверное, в Крым в 2008 году мне было 8 лет. 9. То есть свою Нет, инаковость ты начала чувствовать в 8 лет? Да. Но при этом в любом случае тебе транслировалось со всех сторон. И семья, и социум. Все вокруг тебе говорило, что ты какая-то не такая. Да, с семьи начиная. Ну, да. Да. То есть, у нас все это с этого начинается. Все абсолютно начинается с этого, да. И даже тот факт, что я выросла в неполной семье, уже накладывал какой-то, до того, как появлялась в виде личности я, какой-то отпечаток того, что уже какая-то не такая, то есть уже ненормальная. И вот что я тебя хотела спросить о том, что ты говорил, вот комната есть, и в комнате зажигается свет. А вот в этой комнате самые важные, самые значимые объекты когда закладываются? В детстве? Да, конечно. Во-первых, я думаю, что вот сейчас вот я с тобой разговариваю, да, и приходят мысли, да, как есть. Как скажем так, первородные мысли, да, которые вот рождаются в разговоре. Я думаю, что площадь квартиры, комнаты точнее, закладывается, наверное, все-таки вместе и детства, и генетики. Это, можно сказать другими словами, масштаб личности. Да, вот сколько в этой комнате может поместиться всего. По большому счету, конечно, есть, скорее всего, люди, у которых эта комната бесконечна. Ну, или очень большая.
осознание ее невозможно даже как бы понять, да, она такая большая. Но есть, к сожалению, люди, которые не заходят в эту дверь. Или есть люди, которые открывают эту дверь, включают свет, такие говорят, пиздец, столько всего, нет. Выключают, разворачиваются, закрывают дверь и уходят, понимаешь? Ты спросила еще, вот первый, по-моему, вопрос был, что по поводу важных объектов. Нельзя сказать, что какие-то объекты важные, а какие-то нет. Они в процессе меняют свою ценность. Они... Вот одна коробка, которую ты открыл в 18 лет, потом пришел к ней, условно, через 10 лет 28, и совершенно другое значение имеет эта коробка. Она по-другому считывается, по-другому ощущается. И, может быть, даже для тебя она уже... Ты просто ее выбрасываешь. Она тебе просто не нужна. Ну, вытащил и выкинул в мусорку. Все. Что у нас, у крымских татар, традиционно и культурно осложняет заход, вот это, открытие вот этой двери в свою комнату? Есть какие-то такие моменты? Есть. Знаешь, у нас такая штука интересная. Мы очень противоречивая нация, на самом деле. У нас много крайностей, очень много противоречий. Мы вроде как народ, нация, да? И в то же самое время мы как-то разрознены. Вот у нас как-то это есть такая штука, типа мы такие джемат, да, такие побежали. А как суть до дела, как-то вот странно все. Ну, по сути, у украинцев та же история, да? Как бы зачастую все это переходит в плоскость клуба по интересам. Вот. И проблема еще в чем? На мой взгляд, опять-таки, что у крымских татар, как ни странно, и как бы это ни сказать, это может показать, что это не касается сейчас вот всей нации. Касается. У нас атрофировано чувство или умение отдыхать. Получать удовольствие – это одно и то же. У нас это табу. У нас это на уровне стыдно. Да. У нас много чего стыдно. Секса не существует, писек нету, ничего нету, понимаешь? Вообще прям принцессы никак, это его, в общем, вот из этой области, понимаешь? Как дети должны об этом знать, непонятно. Слава богу, сейчас интернет есть. Неизвестно, что они там могут найти, но, тем не менее, что-то узнать. Но вот это, казалось бы, такая вроде как безобидная черта, а много другие скажут, мы молодцы, нет, не умеют отдыхать, значит, умеют хорошо работать. Работают страдовечеры. Да, мы работаем страдовечером, мы, скажем так, муравьи своего полуострова, да, и мы умеем это, ну, этому есть подтверждение 1 триллион раз, что мы умеем обрабатывать эту не очень плодородную землю. Но вот этот момент, вот это неумение отдыхать, в него и зашито, то есть, скажем так, этот компонент, он присутствует во всех абсолютно областях жизни наших соотечественников. Абсолютно. Отношения между мужем и женой, отношения между детьми и родителями, отношения между братьями, соотечественниками, горожанами и так далее. Да? Везде это зашито, потому что получать удовольствие – это грех. Мне кажется, что все-таки я не буду залазить на эту сторону, это мое личное мнение. Пусть меня, конечно, захейтят. Я не знаю, как в мусульманском варианте придают анафеме, я не знаю, там как это делают. Вот. Говорят талак, талак, талак или что? Нет, хотя это говорят, когда с женой разводятся. В мусульманстве вот это тоже вшито. В любой религии вшито, как бы не сильно радоваться, но в плане даже не сильно получать удовольствие. Получать удовольствие это типа это грешно. Ну серьезно? Ну вот серьезно? И так, в принципе, как говорила Раневская великая, да, жизнь это затянувшийся прыжок в могилу. Правда? Да. Мы и так как бы мы рождаемся и начинаем, да, растем и сразу начинаем стареть, да. У нас короткая жизнь, очень короткая. В масштабах Вселенной это просто так, и все, знаешь, так вот. Даже не вспышка, я не знаю даже что. Как пыль сгорела в огне, знаешь, вот все. Я не говорю, что нужно пропагандировать тотальный гедонизм.
все кайф, там, не знаю, на рогах, на бровях, с наркотой, там, я не знаю, бухать. Нет. Я про то, что все-таки видеть и замечать хорошее. А не жить от хорошего к хорошему. Понимаешь? Потому что вот дети вырастут, будет класс. А потом они пойдут учиться в институт, будет зашибись. Не будет. Потому что вы ждете. Вы тупо ждете, когда это произойдет. А когда оно происходит, вы не понимаете, почему это что-то. Потому что другое сбивает, уже другие факты. И вы живете от события к событию. А сейчас когда жить? Вот прямо сейчас. Вот я сижу перед тобой, я сейчас живу. И я ловлю себя на мысли, что мне в кайф с тобой разговаривать. Да, чуть-чуть погрели собственное эго, типа видео записали, да, там типа все посмотрели, полайкали. Это приятно, естественно. Но здесь и сейчас, как бы это ни было, вот это из рубрики «Я не в ресурсе», знаешь, здесь и сейчас это, наверное, самое важное, что нужно понять. Потому что с 24 февраля мы все это, как сказать, не то что поняли, а нас вот так вот мордой ткнули в стену, знаешь, так вот прям об стену. Мы разбили себе нос, лоб. И нужно понимать, что завтра может не настать. Вот я сейчас не фаталист прям такой, знаешь, законченный. Завтра может тупо не настать. У тебя есть только сегодня. Понятно, нужно планы строить, там что-то делать, окей. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы, да, есть такая прекрасная штука. Ты сейчас сказал про отдыхать, и мне пришла в голову мысль о том, что, может быть, наши люди боятся отдыхать, потому что боятся встречаться с собой. О, это прекрасная мысль. Потому что вот как раз в досуге, когда высвобождается, я могу сделать ошибку в терминах, но есть, по-моему, такое понятие, как свободный ребенок или творческий ребенок, внутренний, да? Поправят меня психологи. Женечка, привет. Вот этот ребенок, или свободный, по-моему, ребенок, вот в этот момент он, когда остается сам с собой наедине, ему становится страшно. Потому что, на мой взгляд, он встречается с собственной пустотой. В пустотой не в плане того, что там ничего нет. Он просто не знает этого пространства. Пустота — это пространство, но в нем что-то есть. Не может быть пустота, как скажем, таковая идеальная или абсолютная пустота. Да? Абсолютного ничего нет на свете. Да? Все относительно. И вот он встречается, и многие люди туда не идут, они встречаются с собственной, скажем так, эмоциональной бедностью. Они не знают, что делать. Поэтому, в принципе, и есть религии, на мой взгляд. Они дают вот это ощущение причастности или движения куда-то. Да? Ты идешь там, Богу. Я, например, я в Бога верю, в Аллаха, неважно, в Будду, кого угодно, я в силу верю. Но с религиями как-то у меня не сложилось. Я не понимаю. Да, хоть я и мусульманин, вот как-то у меня больше такой космополитичный взгляд, понимаешь, на вещи. Я хочу быть, как ты сказала, человеком мира, понимаешь? Просто человеки, все человеки. Да, у каждого свои какие-то окрасы, тона. Это прекрасно, разнообразие. Но в общем мы человеки, потому что когда будет тарелка садиться, например, в Стамбуле, а инопланетяне будут всех нахрен там убивать, не будет ни турка, ни татарина, ни русского, никого, не будут люди. И это и есть первостепенная реакция, это рептилоидный мозг, он все равно победит наш человеческий мозг. Ну правда. Но будут бегать, будут орать, там туда побежать, сюда, начнут детей спасать. Это естественно. Понимаешь, про что я? Вот. Возвращаясь к вопросу личности. Да. И боязни встречи с собой. Мы говорили с тобой об этом, что у нас в народе, не только в народе, просто, видимо, мы видим в масштабе просто своей нации сейчас это, что люди не видят друг друга в личности. Родители не видят личности в детей, супруги не видят личности друг в друге, родители не видят в личности во взрослых детях. К чему это может привести? Как ты думаешь? К тому, что мы сегодня имеем. К чему это может привести? Потому что все плохо? Да. Ну, как бы есть какие-то позывы, но плохо, потому что, конечно, мне, человеку, который
скажем так, не имеет семьи, да, пока, и, ну, неизвестно, будет, не будет, я не царь Бог, чтобы знать про это, но пока нет, да, я не обременен этим, скажем так. Мне, конечно, легче рассуждать, но у людей, у которых есть дети, конечно же, им сложнее это воспринимать и вообще залазит вот в этот уголок комнаты. Это очень страшно. С детьми у нас, конечно, проблема большая в плане, что я могу сказать, в принципе, про свою жизнь, про свое окружение, да, и мы с тобой разговаривали, и выяснилось, что как бы у тебя тоже такая же история, да, и у моего племянника, которому 25 лет, у него та же история, ну, просто в разных каких-то таких полутонах переливания, да, то есть разноцветное все, у всех по-разному. И, конечно же, вот эти социальные, скажем так, тропинки, вот эти наши паттерны поведенческие, да, что надо вот так. Надо родить ребенка, посадить дерево ему на голову и засунуть его в дом, который ты построил. Ну, то есть вот эти какие-то штуки, я понимаю, что какие-то фундаментальные такие, вот, как вот столетиями так живем. Ребята, но понимаете, что вот даже в физике есть и в химии есть разные свойства вещества. При разных обстоятельствах он по-разному себя ведет. Оно, то есть это вещество, даже воду возьми, да? Но почему мы не можем быть разными? Почему все должны стадом быстренько жениться, построить дом, нарожать, настругать детей, знаешь, и такие все молодцы? Ну, это про ту нормальность. Ну, типа да. Вот они считают, большинство людей, что это нормально. Ну, потому что, я же говорю, если возвращаться опять к собственной эмоциональной бедности, да, что нету у человека инструментов, нету мышцы той, которая могла бы понимать или ощущать, или испытывать эмоции от заката. Ну, нету. Ну, что ты сделаешь? Это все равно, что как бы никто, ну, это глупо обвинять этого человека, глупо вообще обвинять человека, если он не умеет, например, танцевать, да? Также его глупо, наверное, обвинять в том, что у него нет эмпатии, да? Да. Ну, у него нету мышцы такой, знаешь, нету в операционной системе, нету платы, ее не поставили туда, если говорить метафора. Ну, нету. Вот когда ты это понимаешь, тебе, вот, українська мова полізла, набагато легше, знаешь, вот прям ты, ну, в этот момент напряжение спадает, оно уходит. Да, но он не умеет. И это не есть зло, которое он несет к тебе. Он просто не оправдывает твои надежды. Он просто не умеет делать так, как тебе хочется. И в этом моменте ты или принимаешь и пытаешься понять, человек хочет это изменить, да, ему это интересно, вот сделать так, чтобы было комфортно обоим. Ну, сейчас это про взаимоотношения. Если он это не понимает, то нафига вообще гармонии, знаешь? Ну, зачем это все во имя чего? Особенно мне нравится у нас, когда в семьях там женщины бедные мучаются, терпят этих вурдалаков, понимаешь? И такие типа вот ради детей. Господи, какая тупость. Зачем? Дети это не понимают. Ну, и дети, скорее всего, это не оценят. Вообще, тут сплошь и рядом везде такие истории, где они не потому что дети сволочи, а потому что дети — это дети. И у них свой мир и вообще свой сценарий становления, все свое. И в тот момент, когда вы уже такие выдохлись, типа, все, они выросли, там, типа, вот в школу или там куда, в институт пошли. После института начнут работать. Уже у них, когда пубертатный период, они уже вообще в принципе имеют собственный мир. И им вообще не интересно, что у вас там происходит. И вообще и не надо. Вы должны просто зеркалить им отношение к миру, как вы справляетесь с ним. Мама показывает, я уже не помню, мне, по-моему, тоже говорила Оля, психолог, что мама показывает, как чувствовать мир, а папа как быть с миром. Понимаешь? Как с ним общаться. В смысле, как вот границы, как быть в этом мире, понимаешь? А у нас сплошь и рядом папы нет. Ну, то есть он есть, но эмоционально и, скажем так, операционно его нет. А что значит эмоционально быть родителем? Ну, это та же эмпатия и тоже видение личности в ребенке. Если ему захотелось что-то такое, что не лезет на твою голову, извини, дорогой, это его выбор.
Понятное дело, что если он начнет там без соли и варки есть кошку, понятно, что ты остановишь этого ребенка, да? Ребенок вырастет прекрасным людоедом. Но если ребенок хочет танцевать, это мальчик, да? А в некоторых семьях ты что, мужики не танцуют? Серьезно? Все известные балеруны, на весь мир, понимаешь, как бы танцевали, ничего не умерли, как бы, знаешь. Ну, это уже другая тема, да, это вот инаковость в сторону ЛГБТ, что там такие, сяки, фиолетовые, красные, голубые, зеленые. Вот это, конечно, тухлая тема, вообще терпеть не могу, я ее вообще не понимаю. Скажи, а вот такое отсутствие эмпатии у родителей убивает потенциал детей? Ну, уничтожает, потому что это как, знаешь, вот, наверное, как аутизм. Угу. То есть такая закрытость. То есть ребенок не может эмоционально положиться, потому что как ребенок должен понять, что он правильно эмоционирует? Как он должен понять? Вот, задать вопрос любому человеку. Как? Он зависит от реакции родителя на его действия. Если он бьет чашку, а пол разбивает, его ругают. А бывают же разные ситуации. Ну, то есть это я сейчас говорю какую-то простую ситуацию, да? Но у нас эмоционировать вообще негоже. Что? Ты что? Надо у тебя там, не знаю, горячая кочерга в заднице, но ты так сидишь, улыбаешься, да, пожалуйста, кофе, да, хурабье, кушаем, да, улыбаемся. Хотя уже просто умираешь от боли и от досады, понимаешь? Просто у нас есть такая дурацкая, абсолютно неприглядная черта казаться, а не быть. А ради чего? Убил бы, честное слово. Потому что надо казаться. Ну, вообще, в принципе, не только у нас. Это сейчас мир такой пошел. Потому что соцсети появились, все же кажутся. В основном кажутся. Они не как это по-русски сказать? Быть это как бы, они не есть, да, они просто кажутся. Все поголовно. Ну, потому что реальная жизнь, она же не настолько притягательна для других. Так вот в том-то и дело, что они в свою комнату не заглядывали, да, не рылись, да там много чего. И вот опять возвращаемся к эмоциональной бедности. То есть мы не можем, как тебе сказать, вот дедушка мой, Рамитля, говорил, что... И, кстати, я потом понял, я сначала не понял его выражение, а вот сейчас я понимаю. Он говорил, что никогда, на татарском, естественно, сказал, никогда ничему сильно не расстраиваться и никогда ничему сильно не радоваться. Знаешь, такие две крайности. Это он имел в виду не заборона, да, не запрет радоваться и плакать. Он про баланс. Просто нужно его держать. А люди же в основном как устроены? Так, как я про психолога тебе говорил, да? Типа, я вот сейчас достигну, и все. И я молодец. И все, мне никто не нужен, и вообще я лучший вообще на свете специалист. Ну, очень смешно. Баланс – это вот ты родился, балансируешь, и ты умираешь, вот до этого момента ты балансируешь. Это во всем, в отношениях, вот во всем. Ты каждый божий день встаешь, и ты балансируешь. С собой в том числе. Вот это даже не в том числе, а в первую очередь с собой балансируешь. А потом, когда ты свой баланс, знаешь, это как выровненный по вибрациям, вот как камертон ударяет, вот это, знаешь, вот, чтобы определенная герцовость была. И ты вот эту герцовость свою свято боронишь, хранишь, потому что тебе нравится это состояние вибрации, да? И вот ты, когда в такой правильной вибрации, ты как бы подходишь и начинаешь вибрировать с другими людьми, да, пытаешься, по крайней мере. Как-то так. Как ты думаешь, если бы в детстве проявляли близкие, родители и все вокруг больше эмпатии к тебе, было бы легче с собой разобраться после? Мне кажется, может быть, это громко сказано, но сейчас в свои 41 я понимаю, что, наверное, я бы стал артистом, может быть, даже известным не только в СНГ, а может быть, на всей планете. Мне много было потенциала такого, который, может быть, он уже начал вылазить, я его нигде не анонсирую, я хочу его прокачать, скажем так, выпустить наружу все это. Но если бы меня тогда поддерживали, мою творческую натуру, если бы мне дали зеленый свет, не засовывали пазл не в свою лунку, знаешь, я не залажу, а меня давит, давай вот туда залезь. Перед тобой, может быть, сидел бы другой человек,
А может быть, и не сидел. Может быть, я уже давно вскурвился бы, умер бы от наркотиков. Ну, потому что известность и дела. Знаешь, как у артистов бывает. Там с катушек слетают бедные от вот этих эмоциональных потоков, которые через них проходят. Это же тоже наркомания, по сути. Скорее всего, это было бы совсем... это просто, я же говорю, или я бы не сидел перед тобой, или бы сидел совершенно другой человек. Почему важна эмпатия в межличностных отношениях взрослых людей? Просто вот в коммуникации двух друзей, например. Что такое эмпатия? На мой взгляд, эмпатия — это сравнимо с тем, что ты можешь прочувствовать, каково человеку. И когда ты умеешь чувствовать, каково человеку, ты сам не воспроизводишь это дерьмо. Ты не делаешь больно так. Понимаешь? Это как уколоть кого-то. Ты не знаешь, как это, если ты себя не уколешь, да? Как это больно. Ты иголку засовываешь, такая, кончик, воткнула, такая, не очень больно. Глубже засунула, да? Это сейчас понятно, метафора. Больно. А с человеком та же история, на мой взгляд. Что ты пока сам не поймешь, вот это твое... Это даже не сколько даже опыт, это вот эта мышца, которая может прочувствовать, каково человеку. И когда ты чувствуешь, каково человеку, ты аккуратнее относишься к чувствам людей, потому что это же тоже, по сути, получается как рыночные отношения, да? Ты все равно себя продаешь. Я сейчас себя тебе продаю, ты мне, и мы с тобой вместе дружненько продаем зрителю, да, себя. Но продаем не в контексте типа бабла, да? Мы таким образом презентуем себя, да? И у нас тоже есть эго. И эго — это и есть мы. То есть ты, когда эмпатичный, ты чувствуешь человека, и ты умеешь правильно с ним выстроить коммуникацию. Условно говоря, надавить там, где надо, погладить там, где надо. Но тебе же нужно для что-то от этого человека, да? Я не говорю какие-то блага. Просто познакомиться. Хотя бы просто, я не знаю, там, спикапить кого-нибудь. Тебе же нужно понимать. А не просто такой, тебя такой классно пошли. Сейчас. То есть, вот эти тонкости люди же... Кто-то сказал, по-моему, из известных, из американских каких-то, по-моему, то ли психологов, то ли философов. Люди живут, не приходя в сознание. В основном. Такая, знаешь, практически вегетативная функция и чуть-чуть больше. На уровне социальных каких-то там действий и там ощущений. Все. Вот ты сказал про больно. Это же отчасти еще и про понимание и знание границ человека. Да. Конечно. А у нас, это сугубо сейчас субъективное мнение, мне кажется, у нас в народе сложно с личными границами. Я вообще тебе говорил, по-моему, про то, что у восточных наций с этим проблема. Нету понятия личных границ. Там типа пришли, там завалили в дом, типа, что делаете? Заходите. Черт побери, я не готов сейчас. Пусть будет смешно, но я не в ресурсе. Я реально не готов тебя сейчас видеть. И ты не понимаешь того момента, что не потому, что ты плохой, и я тебя не хочу видеть, не потому, что я такая тварь, а просто у меня нет сейчас на это сил. У меня мое все нутро занято другим. Тебе же хочется со мной прикольно провести время, правда же? А не кусок дерьма, который лежит, понимаешь? Это пыхтит и там сделай себе чай. Я так делал. Были моменты, когда вот мои там есть лучшие друзья, там, да, с тобой еще так не делал, слава богу, потому что ты у меня в Киеве еще не была. Есть, например, моя прекрасная подруга Таня, она вот иногда наталкивается, что я говорю, Таня, мне вообще все. Ладно, все, я поняла, там, типа, посидела со мной, что-то там потрындели, а я вот это вот лежу, умираю. У нас бы этого не поняли. Ты что? Прокляли бы до 7 колена. Просто. Там, я не знаю. И анафеми, и талах-талах, и все на свете было бы, понимаешь? Как так можно? Вот это что люди скажут, Господи, я когда Адам Ларней Тачах, вот это, да, наш татарское, меня прям выворачивает, не знаю. Самое интересное, как вы вообще не понимаете, что скажут люди? А вот вы мне ответьте, а когда вам плохо,
и у вас все летит вот просто в тартарары, да? Прям все люди, давайте поможем ей. И прямо всем селом приходят и помогают. Нет, они обычно приходят с вилами. Ну, если что, не так. Да? Как народ вообще. Это не только наш народ, это люди, человеки так устроены. И вот эта инаковость, она подбешивает вот этот вот, скажем так, люд, который вот, ну, не хочет в эти комнаты заходить. Ему неинтересно, они боятся туда заходить. Они будут лучше делать, как все. Давайте, срочно. И как все в итоге все равно не так, как все. Ну да. Но это противоречия сплошные, понимаешь? То есть мне хочется задать вопрос вот людям, которые там не любят супер творческих людей, тех же ЛГБТ, да, там людей там. Которые просто в принципе не любят людей. Да, они просто не любят. Вот у меня вопрос. Ну вы же твари такие, вы же смотрите фильмы, слушаете музыку, которую делают эти люди. И говорите, ой, классный фильм смотрели. Так это вот какой-нибудь из талантливых голубых сделал. Или там розовых. Чего ты смотришь? Окей. Огрызочек наш любимый, да, все, которые, боже, Apple, обожаю. Да, прекрасная компания. Ну, глава сейчас открытый гей. Ну, перестаньте пользоваться Apple. Что, нет, да, не? Жалко, да, не можете не пользоваться, да, этим. Вот какие-то такие вещи. Ну, от чего такое появляется отношение? От незнания? Ну, от бедности вот этой. От бедности и от непросвещенности, скорее. Конечно, это невежество называется, когда человек просто не знает. И просто ему сказали, что так плохо. Ну, есть какие-то постулаты у всех религий, у всех наций, есть какие-то свои постулаты, да? Иногда как послушаешь, там, например, на Кавказе какие есть штуки, думаешь, господи, серьезно? Это прям вот прям в 20 веке, да? В 21-м уже. И даже диво даешь, прям, ну, ничего себе придумали, молодцы. Прямо, не знаю, там Донцова, наверное, рыдает, скрывает вены себя. Такое придумать. Но я в некоторых моментах у меня такой систем error. Ну и самое главное, знаешь, вот не навязывать. Я просто могу сказать, высказать свое мнение и сказать, что вот смотри, я вот было так, вот сделал вот так, помогло. Прикольно вот это, попробуй. Не попробуешь, я вообще забыл, вообще это как бы вот я вчера что ел, не помню. А не вот это, знаешь, ты не попробовал мой вариант, все, ты не моя подруга. Вот это нахрена это вообще все. Ну, это про самоутверждение за счет кого-то другого. Ну да. Вот если ты посоветовала там помаду правильную подруге, такая, типа, я классная вообще, визажистка уже, дипломированная. Ну, это как, знаешь, вот мне нравится этот не анекдот, я не знаю, что это, типа как в фильме, по-моему, было, две подруги встречаются, одна другая говорит, ой, я платье купила, такая счастливая, знаешь. А она говорит, ну покажи свое платье. Она показывает, говорит, какое говно твое платье. И она ей отвечает, говорит, слушай, ты такая жестокая. А та ей отвечает, говорит, я не жестокая, я искренняя. Понимаешь, вот мне вот этот второй вариант больше нравится. Пусть человек скажет, что это говно. Отсюда у него не будет ангины. Он вылил из себя вот этот вот, опорожнился, скажем так. Ему полегчало. А ты, как личность, возвращаемся к личности, ты знаешь, что это платье тебе нравится. И даже если 750 тысяч подруг скажут, что это говно, тебе в нем кайфово. Вот я про про вот это. Это мы уже упираемся к осознанности, знаешь. Вот, ну если тебя прет, тебе нравятся красные свечи, а весь мир говорит, фу, это некрасиво, это не модно, фу, какая ты там типа лузерша. Идите в жопу, мне нравятся красные. Ну, то есть вот про какое-то, знаешь, как тебе сказать, вот это и возвращает тебя к личности. Когда ты личность, ты понимаешь, кто ты, что ты, целостная личность. Ты принимаешь себя. Да, со своими минусами, плюсами, извиняюсь, вот этими всеми штуками, ну, ты понимаешь масштабы, условно говоря, катастрофы, да? И ты себя адекватно воспринимаешь. Ни больше, ни меньше. А многие же люди делают себе наросты такие, знаешь, вот Инстаграм помогает сделать тебе наросты огромные, такие огромные, гигантские, бесконечные наросты.
Все такие думают, боже, какое. На самом деле пустота там. Ничего нет. Встречаешься с этим человеком в жизни, думаешь, лучше бы я не видел бы тебя в жизни. То есть, давай так продолжим через Инстаграм, так уж и быть. Ну, а с принятием себя у тебя как? Ой, проблемы, конечно. Ну, много чего. Ну, на самом деле, очень много есть больших побед, таких вот грандиозных. От, скажем так, момента, когда я начинаю узнавать про себя что-то новое, это ненависть, это попытки суицида. Их было несколько, раз 3, по-моему, было. Ну, такие, знаешь, художественные, скажем так. У меня же нормально не может быть, оно же должно быть как-то красиво. Даже в этом мы держим, как говорится, марку. От попыток суицида до, через принятие вот это все, открытий новых коробок или объектов, или даже мой комната в комнате. Понимаешь? Вот у меня произошло, кстати, комната в комнате. То есть вот в этой большой комнате, она очень большая, по моим ощущениям, есть еще одна комнатка. А там концентрат такой, в бутылочках, знаешь? И вот этот концентрат, если вылазит, места мало становится во всей комнате, во всем здании, понимаешь? Вот. И вот это принятие себя. Есть, конечно, другие моменты. Например, мое принятие, слава богу, произошло сейчас, а не в 50, в 60 или в 70. Хотя никогда не поздно, на самом деле. Но, конечно, я слишком много от себя хочу, и вообще от вселенной, чтобы, знаешь, в 30 это понять. Знаешь, и там еще впереди у тебя 10. Я думаю, сейчас как прокачу себя, понимаешь, по волнам эмоций и впечатлений. Но есть еще такие вот именно за ее... В конце все знают еще пару букв, как бы, которые уже возрастные начинаются. Ну, уже как бы, даже, я же говорю, шагнул в ту сторону, да, хотя там, естественно, да нет, ты не выглядишь, что вот эта вся фигня. Понятно, многие говорят правду, да, и каким-то людьми я верю, каким-то нет. И типа я тоже сам внутри знаю, что типа, ну ничего, вроде еще пойдет, не потыканная андатора, знаешь, старая. Но все равно есть какие-то вещи, которые вот мир, социум, он тебе транслирует, он тебе зеркалит и говорит, смотри, кастинг до 35 лет или знакомство, знакомлюсь до 40 лет. Бляха, муха, мне уже 41, типа такой пишешь, 41 пойдет еще? Ну, короче, какие-то такие вещи, знаешь, тупые. Которые, в принципе, есть, скорее всего, вот именно в хорошем таком концентрате у нас, ну, именно на постсоветском пространстве, да, там, страны СНГ. В Европе, по-моему, с этим вообще все гораздо проще. Там, ну, то есть тебе 40 лет, ты не находишься на свалке жизни. Хорошо, с моим принятием как бы почти понятно, да, что сложно. А как с твоим принятием? Ну, ты, наверное, как никто другой знаешь, что сложно. Да. Но я над этим работаю. И последние, наверное, месяца 2 это очень интенсивная работа. И я всем советую обращаться к психологам. Это помогает, это облегчает очень многие процессы, потому что есть большой ряд вопросов, которые я могу себе задать и на которые я могу себе ответить, но ничего не изменить при этом. Потому что, вот как ты говорил про деградацию, да, про застой какой-то. Когда мы перестаем меняться, мы деградируем. И вот работая над собой, можно увидеть плоды просто во всем абсолютно. В том числе и в принятии себя. А тебе интересно? Познавать себя? Да. Да, однозначно. И менять себя в какую-то более позитивную сторону, да. И видеть эти изменения, иногда даже просто осязать их, да. Иногда даже на уровне тела, да? Да. Вот ты прям чувствуешь, что ты поменялась. Причем не в голове, а такое ощущение, что тело твое ответило тебе. Да. Бывает такое? Да. И в голове в том числе. Ну, как ты можешь, да. Ты можешь с утра проснуться и понять, что это другое совсем.
А запрещенный вопрос, ты же знаешь прекрасно, я люблю гадости делать. Про самоконтроль. Какой у тебя тут, я знаю, что он у тебя есть, и он у меня тоже есть. Просто он у меня, я его сделал ему харассмент, я его побил, абьюзил очень сильно самоконтроль, потому что это очень такая тяжелая штука. Что вот в этом монолите начало видоизменяться? Трещины хоть пошли? Трещины пошли, да. Да. Да? Да. Ну, то есть ты как сказать, бывают люди, которые, такие ситуации, когда эти монолиты, они просто неприступные. У тебя что-то произошло уже? Ну, я могу сказать даже про доверие к миру. Его стало как-то больше. Ну, вот все какие-то важные моменты в моей жизни, в виде той же, например, войны в Украине, они это доверие к миру как-то очень сужали. Оно и так было очень узенькое и маленькое. Но сейчас я, наверное, максимально стараюсь себя с собой вести диалог так, что все, что бы ни происходило вокруг меня, это во благо для меня. И как-то легче доверять людям. Про монолит. Ты сказал, что трещины пошли. Какая цель у тебя? Цель? Уничтожить монолит или где-то его оставить? Ты знаешь, я, наверное, в таком тотальном контроле хочу найти какие-то плюсы и вот какую-то маленькую частичку его в себе оставить. Потому что вот тотально уничтожить... Ну, оставить как инструмент, наверное. Оставить как инструмент, да. То есть в этом ты хороша. То есть вот да, самоконтроль, да, ты академик. Да. Вот просто, я не знаю, там кто еще выше есть. Я готова преподавать. Вот. То есть искусство самоконтроля. Да. Ты в этом, это даже не троллинг, это не... Реально ты в этом крута. Но уменьшить до объемов инструмента и пользоваться этим, а не видеть за ним свою жизнь. Ты знаешь, даже не в этом вопрос. Были моменты, когда я замечала, что самоконтроль берет верх надо мной. Я не могла разграничить, где я, а где самоконтроль. Ну, то есть преобладал надо мной в моей жизни самоконтроль. Теперь мне хочется поменяться ролями. Мне хочется контролировать мой самоконтроль. Даже не то, что контролировать, уметь его преобразовать во что-то, в механизм просто. Или хотя бы нейтрализовать. Или нейтрализовать, когда тебе удобно, или когда тебе так хочется, да? Потому что самоконтроль, если представить себе просто, там, опять-таки, образно, это такой маленький человечек, сидит такой очень важный, такой насупившийся, всегда серьезный, и он зачастую, не только тебе, вообще людям, у кого он есть практически у всех, он мешает чувствовать мир так, как хотелось бы. Да. Проявлять эмоции, да, границы. Потому что если твое море разлилось до уровня масштабов Черного моря, а твой самоконтроль говорит: не-не-не, до Черного моря много, давай максимум до Байкала. Потому что сейчас поссоришься вот с этим, сейчас этот начнет вонять, что залили туда. Понимаешь, вот это самоконтроль, вот он тебе вот так отравляет, а ты-то можешь разлиться так, что как бы и планеты может не хватить. И это не говорит о том, что ты кого-то там нагнешь. Ты просто проявишь свои эмоции. Я не говорю про то, что надо всех крыть матом и говорить, что сволочи, идите отсюда. Я не про это. Я не настолько сильно не люблю людей. Ну, я тоже, кстати, да. Где-то рядом. Откуда появляется у нас самоконтроль? Вот даже если мы возьмем как группу такую, да, фокус-группу наших знакомых, практически у всех есть эта проблема самоконтроля. Да. Не проблема самоконтроля, а сейчас это звучит, как будто они не контролируют себя. Да. А проблема чрезмерного самоконтроля, вот. Да. От страхов. От страхов или от того, что... И от незнаний. И от незнаний. Да. А как насчет того, что учат быть удобными? Ой, вот это я бы убил бы опять-таки. Господи.
дайте мне 2 мачете, я просто порубаю всех, чёртой матери. Я вот могу про себя сказать, я очень рос удобным ребенком. Ну, я тоже самое могу сказать про себя. Вот. И большинство присутствующих и вообще знакомых наших, мы удобные дети. Потому что нельзя громко орать, нельзя то, нельзя это. Ну, я про громко орать вообще молчу. Это вообще как бы, ну, такое самосоразумеющееся. Нельзя проявлять эмоции, нельзя сидеть с взрослыми за столом. Молчи и ешь, да? Вот недавно мой племянник, ему говорит, какой из них, он мне сказал, что у него есть такая ранка. Он сказал, что теперь можно, оказывается, сидеть с взрослыми за столом. А я его прекрасно понимаю. Ему больно. Он уже взрослый, он уже молодец. Я просто горжусь им, он прямо вот молодец. Боже, я сейчас расплачусь. Ну, просто реально ребенок, который прям... Не потому, что он там что-то достигает, а просто его рост. Он очень сильно вырос. Вот он мне об этом сказал, что вот это вот... Казалось бы, да, так вот ты просто гаркнул на ребенка, а он через 15 лет это вспоминает. И оно в нем до сих пор живо. Живо, да. И вот эта фраза, типа, а теперь можно сидеть с взрослыми за столом. И я прямо, как человек эмпатичный, прям мне аж дурно стало, больно от этого всего. Ну, факт остается фактом, ничего с этим не сделаешь, надо с этим что-то научиться делать. Самое главное, наверное, научиться перелистывать. Ой, это очень важное качество. Я для себя это понял с 24 февраля. Ты сейчас рассказал про своего племянника. И у меня к тебе вопрос. Что нужно делать родителям, чтобы избежать вот каких-то таких травм? Ну, то есть каждый из нас понимает, что абсолютно нетравмированного ребенка вырастить практически невозможно. Ну да, ну просто жизнь — это травма. Ну, не надо в этой фразе искать какой-то фатализм, неизбежность, какую-то драму. Нет, ну просто жизнь — это травма, потому что мы растем, мы сталкиваемся с трудностями. А как известно, любой организм растет только в экстремальных ситуациях, да, то есть в трудностях. Эволюция произошла только через трудности, когда нужно было просто рыбе выползти на берег и что-то там получить, да, из-за этого. Для чего-то она вылезла. То, что выжить, условно говоря. Что нужно делать родителям? Еще раз повторюсь, я не психолог, чисто по моим ощущениям, что это может быть. Ну, наверное, во-первых, опять вернемся к тому, что все-таки замечать личность в ребенке. И самое главное — быть честным с ребенком. И очень много говорить с ребенком не с позиции родителя, а с позиции друга. Просто вот что-то ребенок натворил, и ты как родитель обязан показать, что вот это нельзя, а вот это то, а вот это все. И такой, но. Или там даже ты у меня, конечно, как вот, например, в еврейских семьях, да, правильно там воспитывают детей. Вот русский мальчик бы так сделал, а вот еврейский мальчик так не должен делать, да, типа, ну вот как на другом это построено. И это тоже правильно, на мой взгляд. Показать тоже, например, той же маме, тому же папе, показать, что мы тоже, родители большие, взрослые, мы тоже можем бояться. Мы тоже можем плакать, нам тоже больно, мы тоже устаем. То есть дети, они же рефлексируют моментально, у них нет просчета, типа, так, вот тут я сейчас упаду, вот так вот сделаю, как мама с папой, да, типа, а папа мне купит шубу, ну, условно. Дети искренне, у них нет такого планирования, знаешь, там, маркетингового хода какого-то. А у взрослых, как бы, ну, они должны показать, что они не терминаторы. Да, есть понятие авторитета. Но, как на мой взгляд, мне кажется, ребенку лучше иметь хорошего друга, чем большого авторитета. Это мое мнение. Потому что большой авторитет, в нем, вот в этом коктейле, есть чуточки страха, чуточки какого-то давления, боязни, чего-то. Правда же авторитет? Типа, уже само слово оно какое-то такое, знаешь, да, вроде ты можешь уважать человека, да, ну, может быть, наверное, уважение без какого-то давления,
Но мне кажется, друг это вот даже вот я уже не говорю про детей и родителей, вообще про человеков, про людей. Мне кажется, что, на мой взгляд, дружба это круче, чем любовь. Потому что любовь это набор гормонов. Химия, да. Когда-то, я помню, лет 10 назад, когда мой друг сказал мне об этом, ты его прекрасно знаешь, я сидел, фыркал. Я вообще, как будто в общественный туалет кинули дрожжи. Я вот это вот так уже там вонял, сидел. Как так? Любовь святое. Ни хрена. Да, это святое. Это чувство, которое... Его нельзя посчитать. Но все равно оно обусловлено гормональным фоном. Да? Оно вот как и есть... Я абсолютно четко верю в какие-то более тонкие материи, которые мы не понимаем и не знаем. Я в них верю. Но это гормоны. А вот дружба, это наверняка тоже гормоны, но уже не те. Понимаешь? Не вот эти гормоны, которые вот... Потому что в любви задействован секс. В дружбе нет. И, на мой взгляд, дружбу это делает чище. Она более статичная, более постоянная, скажем так. Если тебе нравится человек, ты кайфуешь от него, но и хочешь с ним спать, это гораздо дольше живет, чем ты кайфуешь от человека, хочешь с ним переспать. Понимаешь? Возвращаясь опять к детям, все-таки нужны друзья. Вот именно друг. И в роль папы, на самом деле, это я почему говорю, потому что у меня это тоже как бы побаливает этот момент. Да, вот у нас есть такое выражение очень хорошее. Баланын бабасы өлсе, оксус сайылмай, анасы өлсе, оксус сайыла. Да? Перевести, получается, если отец, у ребенка нет отца, он не считается сиротой. Когда матери нет, говорят, что он сирота. Да? В этом есть мудрость народная. Понятно, мать это вообще, в принципе, первостепенная, вообще все может быть. Как бы не пыжились мужики поначалу, как бы, чуваки, успокойтесь, да? Не вы рожали. Роль отца, на мой взгляд, это 49%. Матери 51%. Пусть будет так. Пусть будет это вот мое такое вот решение для себя, в моей голове. Все-таки мать важнее. Но 49 ты не можешь никуда деть, понимаешь? А у наших, вообще, я не говорю уже даже крымских татар, вообще как бы людей, которые вот с бывшего Союза, отец зачастую исполняет роль просто осеменителя. Кончил, ушел, все, молодец. А ты давай разбирайся, там, что там у тебя, пеленки, миллионки, да, я поехал, там машину мне надо сделать. Так же ж? Да. Оно же в голове как-то не срабатывает. А что вообще надо-то? А потом он появляется в виде надзирателя, да, когда происходит что-то не то, что нужно. И так тоже, да. Иногда появляется, когда, типа, надо самоутвердиться. Типа, я же отец. Типа, смотрите, какой вырос классный. А ты принимал участие в этом? А ну расскажи, что ты делал? Да? И вот, понятное дело, если убрать негативную какой-то оттенок вот с этого разговора, отец это настолько важно, и не только для мальчика, для девочки еще важнее, потому что он должен показать, какая она женщина, потому что любая девочка будет женщиной, да? Отношения, вот. Почему девочки зачастую по статистике, да, это как бы не я придумал, я читал об этом, выбирают зачастую или такого же, как отца, или антипод отцу. Далеко ходить не надо. У меня есть мои родственники, где это все происходило. Двоюродные, родные, троюродные, неважно. Вот так это происходит. Потому что модель мужчины, она считывает. Если он не участвовал в ее жизни, и он был выключен, то она ищет антипод. Она обычно выбирает абьюзера. Какого-то такого, которого много, он везде, ему все надо, он везде все контролирует, гнетет, порабощает, понимаешь, вот это все делает. Поэтому, конечно, роль отца это просто, я же говорю, вот 51-49. Вот этот 1%, это не настолько важно, не надо на этом цепляться, да, там типа... в воде тоже там водород и кислород как бы в разных пропорциях. Но это же вода. Как бы, да, и водород на кислород они не подают в суд.
друг на друга. Ну, как бы, понимаешь, маразм иногда у людей происходит, это дурацкий. Скажи, я знаю, что ты принимал участие в воспитании своих племянников. Ты для них больше авторитет или друг? Я пытался быть другом. Как они ко мне относятся, я знаю, что хорошо, но насколько и как они меня чувствуют, я не могу сказать. У нас, конечно, больше контакт, у меня больше контакт, потому что я с ним больше контактировал, это естественно, со старшим, с младшим меньше, но с младшим тоже хороший контакт. И я просто пытаюсь, у меня даже непонятная ситуация с племянниками, особенно, например, с младшим, да, вот сейчас непонятная ситуация, да, вот непонятно куда поедет, что он выберет, да. Я выбрал позицию просто мне хочется просто поддержать. Просто поддержать, вот любой выбор, который ты сделаешь, я поддержу. Понятное дело, если ты сделаешь выбор в сторону того, чтобы, опять-таки, возвращаясь к началу разговора, есть кошек, я скажу, ты знаешь, не очень идейка такая, шерсть еще бы это ставить. Не надо. Вот такие вещи, понятно, я буду помогать, говорить что-то. Но я выбрал позицию, все-таки мне хочется быть другом. Я надеюсь, что они меня воспринимают как ДАИ, не державная автоинспекция, а ДАИ — это дядя с маминой стороны, кто не знает. Вот. Я хочу быть именно другом. Сагул Ильяс. Истинно Сагул. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ай, вообще никогда такого не говорил. Подписывайтесь, ставьте лайк. Да ставьте, что хотите, господи. Ради бога. Ставьте хоть что угодно. Если есть чуть третьего варианта нет. Так себе. Почему есть хорошо и плохо, а нету ничего, пойдет, среднячок такой. Надо такой рейтинг, да, от 1 до 10. Будет вот так палец и вот так палец, а по центру будет кружка пива. Такой с пивом пойдет нормально. В общем, да, подписывайтесь на этих прекрасных людей, которые делают такое прекрасное дело. А лайк, не лайк, это же ваше личное дело. Julep,